Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего любимого и узнаем, что он сегодня думал о вас, какие мысли, какие чувства, какие эмоции он к вам испытывал. Все о нем и все о вас. И если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, дороги, мосты, дороги. Девочки, думал, причем думал вот на протяжении, не знаю, утра, дня, вечера, смотря в какое время вы меня смотрите. Вот прям мысли, дороги. Вот я хочу дорогу к ней, хочу такую дорогу, прямую, короткую, долгую, светлую, темную. Да вот к ней хочу дорогу. Мост он вам хочет предложить, девочки, мост. Что-то понял, что-то осознал. С предложением, девочки, он к вам спешит. Возможно, у вас сегодня встреча состоится, и он вам озвучит свое предложение. Возможно, завтра у вас состоится встреча, да, вот какое-то ближайшее прям время он вам будет предлагать мост, какую-то договоренность, какое-то предложение. Это не просьба, да, это скорее как предложение идет. Предложение. Вот важно что-то предложить. Вот прям хочется, аж свербит, как хочется вам что-то предложить. Если вы смотрите на мужчину, с кем у вас нет отношений, но, девчоночки, это свидание. Это свидание, и на свидании, скорее всего, он так и скажет: а давай-ка мы с тобой будем ближе общаться, чаще встречаться и будем узнавать друг друга. Ой, здесь у мужчины все прям аж клокочет к вам. Кстати, он от вас птичку ждет. Ждет птичку, либо какие-то особые, не знаю, знаки, слова, какой-то скрытый подтекст, да, чего-то ждет, а не получает. И вот это его сводит с ума. Если вы ему ничего не писали, если вы, ну, я не знаю, никаких там смайликов ему не посылали, там разговора сегодня у вас не было, он прям сам не свой, ходит, аж руки себе заламывает и думает: неужели у нее кто-то есть, да? А вдруг она там какого-то другого мужичка там нашла, вдруг кем-то другим заинтересовалась, как же так, как же так? И прямо аж, девочки, аж трусится, аж поджилки трусятся. Сам себя, как знаете, пугает тем, что вы потеряли к нему интерес. Кстати, девчонки, если у него есть подписка на ваши социальные сети, либо есть какие-то общие фото с вами, вы знаете, прям любуется, и сегодня любовался. У кого-то даже отыграется, что мужчина с вашим образом, да, с вашей фотографией разговаривал, вычитывал, говорил: а почему ты мне не пишешь, а почему ты мне не говоришь то, что я хочу услышать, да, ну как же так, неужели ты равнодушна, а неужели ты меня не любишь? Смотрите как, вот птичку ждет от вас, ой, как ждет. Если вы ничего не писали этому мужчине, пожалуйста, напишите, сделайте ему приятно, он будет самый счастливый. Даже просто вот отправите ему там смайлик какой-нибудь там подмигивающий, либо улыбающийся. Вот счастливый будет. Счастливее его никого в мире не найти. Вот такая ситуация будет. Так, что еще думал? Он здесь с кем-то говорил. Я не могу сказать, что за вас, скорее за жизнь он говорил. И здесь какой-то человек делился какой-то, может быть, историей, личной историей, либо историей о каком-то человеке. Да, что-то негативное было. Либо про какую-то не очень хорошую женщину говорили, рассказывали. Ваш аж перекрестился. Да, сказал: Боже, моя не такая. Вот это точно. Моя не такая. Как же мне повезло, что моя хорошая, приличная, любящая и заботливая. Прямо аж волосы на голове шевелились, когда он слушал эту историю. С кем-то он говорил. Он даже этого человека, не знаю, может, возможно, утешал, да.
либо как подбадривал, там, поддерживал, либо вместе они там посидели, говорили: ой-ой-ой, какие женщины нехорошие бывают. Прям, знаете, как мужчины сплетничают. Так, еще девочки, у кого мужчина живет с мамой, либо с бабушкой, может быть, да, с какой-то женщиной, может быть, вообще это его сестра, там, либо бывшая какая-то. Не знаю, такое впечатление, что он вас прячет, либо скрывает от этой женщины. Почему-то он, опять же, да, может быть, какой-то разговор, либо какая-то ситуация была, что ему хотелось вас защитить, либо он так и подумал, что буду защищать, не буду там рассказывать, не буду показывать мою любовь, да, чтобы никто не обидел. От какой-то женщины пытаются защитить, либо защищает, может быть, там мама ему что-то сказала про вас нехорошее, и он там на нее выступил, сказал, там, не трогай мою любовь, да, не трогай мою женщину, это моя личная жизнь, не надо туда вмешиваться. Прям как какое-то геройство совершил, да, вас защищал и пытался чтобы ваше имя, да, ваше доброе, светлое имя никто в суе не поминал. Так, девочки, вот у кого-то из вас отыграется, что вы этой ночью мужчине снились, посещали его сон. Да, и он проснулся прям с улыбкой на губах. Прям приятно, что-то приятное снилось. У кого-то, наверное, эротический сон снился. Вот, что он улыбался, о вас думал, вспоминал. Так, кто вместе с мужчиной живет? Что-то утром произошло между вами. Вот, и он прям очень этим был доволен. И вот прям с улыбкой он об этих пикантных подробностях вспоминает. Так, еще что думал? Думал, что на вас денег много надо. Я, конечно, извиняюсь за такие подробности личного характера, но, девчонки, у кого-то прям действительно думал, прям сидел, эту голову чесал и думал: о, дорого, любовь нынче обходится, где ж мне столько денег взять, да? Не то чтобы он жадный, не то чтобы он там на вас экономит, нет. Но девочки, как бы все-таки, наверное, что-то считает, может быть, сейчас у него с денежками какая-то напряженочка идет, вот, а хочется же вас порадовать, хочется вас удивить, да, показать, что он там добытчик, что он может, да, что он мужчина состоятельный, а вот денежек как раз не хватает, да, печалька немножко его тут охватила. Но мужчина решил деньги найти, заработать, добыть. И уж, конечно же, от вас вот прям скрыть, что денег ему не хватает. Так. Вот для кого-то еще очень важная подробность идет, особенно для тех, кто в треугольнике находится. В треугольнике. Я так понимаю, что вы как любимая женщина, а там другая женщина есть, да? Смотрите. Он, извините за слово, да, но он вас сравнивал сегодня с той, с кем он живет, да, либо с кем он там вместе находится. Он сегодня сравнивал, и вот в очередной раз вот как убедился, да, что вы просто идеальны, и что именно на вас отзывается и сердце, и душа, и, девочки, тело. Тело тоже отзывается только лишь на вас. Вот этот момент прям был. И мужчина аж как в лице поменялся в этот момент. В лице, да. Все-таки к вам его тянет, к вам он хочет, к вам, только с вами хочет. Вот. Та другая женщина, она никакая, да, никакая, вот, что бы она там ни делала, как бы она его там не искушала, не соблазняла, но она для него просто человек, да, просто человек. А вот вы муза, вы его наполняете, понимаете, наполняете. Так, девочки, ждите этого мужчину, потому что в голове у него одни дороги.
И я так понимаю, что он уже не выдержит больше в разлуке с вами, если вы не рядом. Если он где-то на работе, то он уже просто мчится, на всех парах к вам мчится. Хочется к вам, хочется вашей энергетики, хочется ваших объятий, хочется услышать ваш голос. Но и помните, да, что мужчина очень ждет от вас какого-то сообщения, либо звоночка, либо хотя бы смайлика. Порадуйте вы этого мужчинку своего, порадуйте, дайте ему дополнительный стимул. Пусть успокоится, пусть не накручивает, пусть не ревнует, пусть поймет, что вы тоже любите и думаете о нем. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.